почему Путин не мог бы перед Западом, вот они в ПАСЕ вернули Россию, перед там своими этими сторонниками, почему не побыть добрым царем, например, поиграть доброго царя, сказать, да бог с вами, выбирайтесь в этот районный задрючинский там совет и что-то там болтаете, все равно же вертикаль власти в моих руках. Или даже такое очень условное отступление для него вот, ну, невозможно. Вот есть у Путина любимый вопрос. Мы все на разные лады. Я вот у Касьянова, когда был доверенным лицом, входил в его руководство этой РНДС, но это было в нулевых годах. Любимый вопрос, знаете, какой Путин? А зачем? И он на все отвечает, а зачем? Ему вот задают какой-то вопрос, где надо принципиально принять решение, он, а зачем? То есть в данном случае Путин не меняется. Он же это то же самое делал. Вот прошу вас, посмотрите на выборы президента, которые были буквально вот в прошлом году. Ведь они же могли допустить Навального, и Навальный бы точно, абсолютно Путина не выиграл бы выборов, и картинка была бы благоприятной, и даже Кириенко, который возглавляет фактически внутреннюю политику в администрации президента, советовал именно это. Но ведь Путин-то опять сказал, а зачем? И кончилось в конечном итоге все выдвижением вот этой клоунессы Собчак, да, его крестницы. Поэтому с этой точки зрения они всегда, когда подходят к моменту принятия вот такого решения, а давайте что-то изобразим для Запада. Они говорят, а зачем? Ведь и так все работает. Вернули это в ПАСЕ без всего. Да. Мы же ничего Северный не поток изменили. 2 строят. Да. А зачем? А значит ли это, что все-таки решающую и уже практически во всем решающую роль в окружении Путина играют так называемые силовики, ястребы, охранители, которые, может быть, еще и ментально и жесточе, чем он сам, то есть как бы они готовы исполнять и любой приказ. Я думаю, что это и было и раньше. И балансом здесь выступает, арбитром выступает сам Путин, потому что он создает эти балансы между разными, в том числе и силовиками. Они тоже не одинаковые. Одни воюют с другими. Там известна война там, Сечина с Патрушевым и так далее. То есть у каждого своя армия, что называется. На одной стороне там Кадыров со своими батальонами, с другой стороны Пригожин с ЧВК Вагнера. Ну и так далее. Путин сторонник балансов. И поэтому сказать, что вот эти жесткие подавления протестов дали какой-то карт-бланш особый силовикам, они у них и так этот карт-бланш был. Другой вопрос, действительно, в условиях этих протестов последнее слово было за Путиным. И возбуждение всех этих дел, и преследований, и посадки вот этих кандидатов, конечно, Путин дал эту команду. Собянин к нему обратился, сказал, что ну вот мне надо решать в Москве. Да? Как ну что, ну значит, да, давайте зачищаем. Поэтому я думаю, что ничего нового здесь практически не происходит на самом деле. Скажи, пожалуйста, как на твой взгляд, насколько вот сейчас уже арестовали 8 человек, которые вменяют участие в организации массовых беспорядков, 15 лет там для тюрьмы, по-моему. Да. Ну, там по первой части там много. Ну, меньше, может быть, да, до 8, но это очень много все равно, да, ни за что. Насколько далеко, в принципе, готов пойти Путин в случае, если люди продолжат выходить? Готов ли он стрелять? Готов ли он сажать сотнями? Готов ли он вводить режимы чрезвычайных положений? Вот где тот предел его политического поведения и жесткости по сравнению вот этого усиления этого режима? Значит, я много раз приводил в пример слова моего покойного друга Гейдара Джемаля, который мне рассказал с диссидентских лет, у него был друг, который сидел при советской еще власти. И вот они в этом запальчивом споре точно так же говорят, до каких пределов может дойти советская власть, если ей будет реальная угроза. Сбросит ли вот такой на Свердловск атомную бомбу? На что диссидент, просидевший там 10 лет, сказал, да, сбросит. Путин, конечно же, будет стрелять, но это будет зависеть от степени угрозы, степени опасности ему лично, ну то есть его режиму, его системе, созданной им самим. Если эта угроза будет смертельной, он и ответит смертельным же образом. Конечно, будет стрелять. В этом нет никаких сомнений. То есть сейчас угроза такая, что нужно бить по коленкам дубинками демонстративно. Возбуждать дела и сажать молодых студентов. Наиболее активно. Да?